Город Алматы, Высший медицинский колледж, преподаватель ЦМК общегуманитарных дисциплин Манапова Жадара Букеновна. Тема урока – антропогенное воздействие на атмосферу. Цели урока – загрязнение атмосферы, основное антропогенное загрязнение атмосферного воздуха, заболевания от загрязнения воздуха, способы решения экологических проблем. Атмосферный воздух – один из важнейших жизнеобеспечивающих природных компонентов на Земле. Представляет собой смесь газов и аэрозолей приземной части атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции планеты, деятельности человека и находящуюся вне пределов жилых, производственных и иных помещений. Загрязнение приземного слоя атмосферы – это самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия растения, животных и микроорганизмы, на качество жизни человека, на устойчивое функционирование экосистемы и биосферу в целом. Источники загрязнения атмосферы делятся на два вида – естественные и искусственные. Естественные – это пыльные бури, вулканизм, лесные пожары, выветривание, разложение живых организмов. А искусственные – это антропогенные, промышленные предприятия, транспорт, теплоэнергетика, отопление жилищ, сельское хозяйство. Основное антропогенное загрязнение атмосферного воздуха создают автотранспорт, теплоэнергетика, ряд отраслей промышленности. В последние десятилетия антропогенные загрязнения воздействия на атмосферу стали преобладать над естественными как по частоте, так и по характеру, а главное по масштабу проявления, приобретая постепенно глобальный характер. Оказывая воздействие на атмосферу различным образом, непосредственно на состояние атмосферы, воздействие на физико-химическое свойство атмосферы, воздействие на свойства постилающей поверхности. Пыли и газы растительного, вулканического, космического происхождения и туман. Заболевания от загрязнения воздуха. Основные причины смерти из-за загрязнения воздуха – это ишемическая болезнь сердца и инсульт. На втором месте хроническая обструктивная болезнь легких. Далее идут злокачественные образования в легких и острые инфекции дыхательных путей. Высокий уровень загрязнения воздуха может существенно ухудшать функцию легких и вызывать обострение бронхиальной астмы, хобл, а также повышать риск развития рака легких. Загрязнение воздуха также увеличивает риск острых сердечно-сосудистых осложнений, например, инфаркта миокарда и развития заболеваний коронарных артерий. Люди, живущие рядом с крупными автомагистралями, особенно когда застаивающийся воздух подтвержден тепловыми инверсиями, они в группе особого риска. Данные о загрязнении воздуха вызывают тревогу по поводу потенциального вредного влияния на здоровье даже самых мелких частиц, так называемых наночастиц, которые являются частицами, изготовленными с помощью управляемого технологического процесса ультратонких частиц. Некоторые наночастицы и ультрамелкозернистые частицы вызывают оксидативный стресс, воспаление дыхательных путей и токсичность, и исследованиях на моделях животных, и с усугублением респираторных симптомов у пациентов с астмой. Однако прямая причинно-следственная связь пока не установлена. Способы решения экологических проблем. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и промышленных центрах остаются недопустимо высоким. Для решения этой глобальной проблемы необходимо внедрить высокоэффективные технологии переработки отходов, производства и потребления в полезную продукцию, ликвидировать несанкционированные свалки, сократить объем вывозимых на захоронение отходов, ожидаемый эффект снижения объема на утилизируемых отходов составит 95%. Домашнее задание – экологические проблемы региона. Спасибо за внимание.